В эфире информационная программа «Лото». Здравствуйте. В студии работают Нужамал Бурханова и Александр Крупнов. Пришло время подводить итоги уходящего дня. Смотрите в программе. Сегодня 5-я годовщина июньских событий 2010 года. Президент встретился с гражданами, проявившими мужество в спасении людей во время трагических событий июня. Парламент признал доклад омбудсмена о соблюдении прав и свобод человека и гражданина неудовлетворительным. Со вступлением страны в ЕАЭС переходить кыргызско-казахскую границу граждане будут в том же порядке, а функции радиационного контроля и учета грузопотока будут возложены на пограничников. Отсутствие Чингиза Айтматова ощущается во всем – в литературе, культуре и даже политике. Со дня смерти классика литературы прошло ровно 7 лет. По случаю 5-й годовщины июньских событий президент встретился с гражданами, проявившими личное мужество в спасении людей в то нелегкое время. Глава государства подарил им именные часы и выразил благодарность за спасенные жизни. Репортаж Назиры Ахмедовой. В зале собрались поистине герои, те граждане, которые проявили личное мужество в спасении людей во время июньских событий 2010 года. Сегодня из рук президента они получили именные часы. Героев в этом зале 12, а на самом деле еще больше. Каждый из них внес свой неоценимый вклад в спасение людей в то тяжелое время. Глава государства рассказал о подвиге каждого из них. Ахмедов Курманбек проявил инициативу по сбору гуманитарной помощи в Алабуке, доставил гуманитарный груз в Ош и, мало того, на обратном пути он вывез несколько сотен студентов. Рахмат. Исаков Музафар. Өзбек Жарановыз во время событий активно помогал жителям одной из самых горячих точек в селе Ташбулак. И жители села оценили это, что такой человек нужен, и избрали его главой Лакметы. Ахмад. Бахадыр Халматов принимал активное участие в урегулировании массовых беспорядков. Он вывез около 100 граждан кыргызской национальности из узбекских кварталов и почти столько же граждан узбекской национальности из кыргызских кварталов. Мы помогали и ни о чем не думали, потому что мы думали, значит, так надо. На произошедшие события у всех своя точка зрения, но понятно одно – июньские события 2010 года были сделаны по лучшему сценарию иностранных спецслужб. Было все просчитано. И вот то, что не было в Маевке, распространение слухов, СМС, телефонных звонков, это было активизировано в июне 2010 году. То есть все было сделано по самым лучшим рецептам спецслужб, по самым страшным рецептам. Слухи, сплетни. Нам надо оставаться людьми в самую трудную минуту, не поддаваться под этим провокациям. Спустя 5 лет после конфликта ситуация в южном регионе улучшилась. Тогда несколько дней оставили после себя разбитые магазины, сожженные дома. Только в пределах города их сгорело около 300. Тогда на первый план выходила проблема восстановления южной столицы. Была создана дирекция по восстановлению городов Ош и Джалабад. За 3 года вновь были отстроены более 1500 квартир и 98 социально-культурных объектов. Как заявил президент, от воспоминаний той трагедии содрогаются сердца каждого из нас по сей день. Мир и благополучие в Кыргызстане, в каждой деревне, на каждой улице, в каждом городе, в каждом квартале обеспечивать должны только сами граждане. Рецепт мира кроется только в единстве, рассказывает Тохтахан Турганбаева. Во время июньских событий она обеспечила безопасность, питание и проживание 20 семьям узбекской национальности. Людей надо было спасать. Я всех своих узбеков-соседей спрятала у себя дома. Было около 20 семей. Они у меня жили почти 14 дней. Мы в дружбе жили бок о бок столько лет. И оставлять кого-то в беде мы не должны. О потеплении отношений и возврате былого доверия говорит и статистика городского ЗАГСа. После небольшого уменьшения регистрируемых интернациональных браков их число вновь начало расти. А в популярном для прогулок Зеленом сквере, близ священной горы Сулайман-То, как всегда, многолюдно. И раздающийся то здесь, то там детский смех, словно подтверждение. Жизнь в южном регионе налаживается и продолжается. Назира Ахмедова, Алтынхан Бабаев, Улан Сатиев, Общественный, Первый канал. В связи с 5-й годовщиной июньских событий президент Алмазбек Атамбаев сделал обращение к народу. В нем, в частности, говорится.
Уважаемые соотечественники, дорогие кыргызстанцы, прошло 5 лет после трагических событий июня 2010 года, когда в огне межэтнического конфликта в городах Ош и Джалалабад, в ряде районов Ошской и Джалалабадской областей погибли более 400 наших сограждан, тысячи людей получили ранения, десятки тысяч остались без крова и средств к существованию. Страшная беда потрясла весь мир, оставила глубокий след в памяти народа Кыргызстана. Сегодня каждый из нас поминает погибших, думает о пропавших без вести, с болью в сердце вспоминает те дни. За последние 50 лет это был третий в данном регионе страны конфликт на почве межэтнических противоречий. В отношении июньских событий общество получило немало информации. Причины конфликта, а также действия государственных органов за тот период глубоко изучались национальной, затем парламентской, а также международной комиссиями. Специальной рабочей группой была восстановлена хронология событий, разработаны рекомендации государственным органам. Утверждена и реализуется концепция укрепления единства народа и межэтнических отношений. Все это должно исследоваться учеными Кыргызстана для выработки новых выводов и рекомендаций. Объективный взгляд ученых сквозь призму времени, научные оценки причин и уроков трагедии должны помочь государству и обществу не допустить подобного в будущем. Дорогие соотечественники, время всесильно. С его течением народу многое становится ясным, в том числе, кто был заинтересован в июньских событиях, кто ради богатства и кто в жажде вернуть себе власть толкал молодежь в пропасть конфликта, кто извлекал из трагедии политические дивиденды, кто занимался захватом чужого имущества, кто боится теперь народного гнева и пытается свалить вину на других. Организаторы июньских событий предали свою страну, свой народ. Пока, к сожалению, главные из них скрываются за границей, но всенародное проклятие не даст им покоя нигде. Народ помнит, все помнит. Твердо и последовательно мы будем добиваться их наказания. Первая попытка разжечь межэтнический конфликт была предпринята в селе Маевка, близ Бишкека, сразу после Апрельской революции. Было убито 4 человека, около 40 граждан получили ранения, сожжены 11 домов. Однако провокация не получила продолжения. Кыргызы и представители других этносов из соседних сел встали на сторону пострадавших сельчан, турков, мескетинцев и помогли погасить конфликт. Спустя 2 месяца на юге страны амбиции двух подогреваемых извне деструктивных сил разожгли пламя июньской трагедии. Лидеры сепаратистов стремились навязать свою волю новым властям Кыргызстана. Представители свергнутого режима также жаждали показать силу и вернуться к управлению страной, даже ценой ее раскола. На этот раз они учли свое поражение в Чуйской долине. Использовались не только копившиеся десятилетиями противоречия между кыргызской и узбекской общинами, но также самые изощренные методы нагнетания обстановки недоверия и паники, практикуемые различными спецслужбами при подготовке военных операций. К сожалению, в начале конфликта люди поддались провокациям, поверили слухам, которые активно распространялись заинтересованными силами. Масштабы людских потерь и разрушений свидетельствовали о серьезной угрозе существованию нашего государства. Но организаторы трагедии недооценили народ Кыргызстана. Наша страна продемонстрировала уникальный опыт локализации межэтнического конфликта за считанные дни, а затем восстановления мирной жизни и выхода на путь устойчивого развития. По прошествии 5 лет, сравнивая, к чему приводят подобные события в других странах, в том числе в центре Европы, мы вновь убеждаемся в мудрости народа Кыргызстана и верности выбранного нами пути. Наши люди сами остановили бойню, помогли новым властям восстановить мир, избежать считавшуюся тогда неизбежной гуманитарную катастрофу. Наши предки учили с благодарностью и прощением относиться к прошлому, а в будущее смотреть с добрыми надеждами и светлыми намерениями. Мы можем быть счастливы только в этой стране. Путь к благополучию и процветанию каждого из нас и в целом Кыргызстана лежит через укрепление единства народа. Чтобы обеспечить это единство, приложить усилия надо каждому из нас, от рядового гражданина до президента страны. Ради мирного неба и счастливой жизни на этой прекрасной земле, для себя, своих детей и будущих поколений. Как зеницу ока беречь мир на земле Кыргызстана, наше единство. Вместе мы должны построить сильный и независимый Кыргызстан. Эксперты продолжают изучать причины и последствия июньских трагических событий. Сегодня на научно-практической конференции в резиденции Аларча представители аппарата президента, правительства, академики и историки заявили, что в целях недопущения повторения трагедии в стране должна быть гарантия защиты прав каждого гражданина и каждой нации. Подробнее Джибека Парбекова. Айгуль и Назиржон отмечают в этом году 5-летие совместной жизни. Связали они себя узами брака накануне июньских событий. Клятву заботиться друг о друге сдержали, несмотря на все трудности. Сейчас они воспитывают 2 детей. Мы соблюдаем все традиции, и кыргызские, и узбекские. У нас в семье нет разделения, ты кыргыз или узбек. Мы одна семья.
Сегодня это счастливые лица. 5 лет назад в Аше все было иначе. Обращение от имени главы государства к участникам июньских событий зачитал руководитель аппарата президента Данияр Нарымбаев. Там сказано, что межэтнический конфликт в июне 10-го стал настоящим испытанием для кыргызского народа. Организаторы июньских событий пока, к сожалению, главные из них скрываются за границей. Народу многое становится ясным. Кто ради богатства и кто в жажде вернуть себе власть, толкал молодежь в пропасть конфликта. Тогда страна продемонстрировала поистине уникальный опыт локализации конфликта. Только благодаря мужеству и мудрости кыргызского народа удалось сохранить безопасность и мир в стране. С первых же минут этих событий, среди узбеков и кыргызов были люди, которые боролись за единство Кыргызстана как государства, которые старались объединить горожан и не по этническому происхождению, а как граждан Кыргызстана. Один народ, равные права. По словам экспертов, именно такого принципа должна придерживаться страна. Должна четко соблюдаться государственная политика, последовательная, принципиальная, без заигрываний. Власть должна быть очень сильной, чтобы не дать поблажек любым экстремистским поползновениям. Для расследования причин июньских событий были созданы несколько комиссий международных, национальных, парламентских. Теперь свою объективную научную оценку дадут и ученые, чтобы помочь государству и обществу не повторить подобной трагедии впредь. Но главное, о чем они неустанно повторяют, что сила народа в единстве и дружбе, чтобы можно было дать моментальный отпор любым провокациям. Джибека Барбекова, Тимур Садыгалиев, Общественный, Первый канал. В связи с сегодняшней датой представительство Европейского Союза сделало заявление, согласованное с главами миссий государств-членов ЕС в Кыргызстане. Евросоюз высоко оценивает демократические завоевания, осуществленные после 2010 года, и приверженность народа Кыргызстана демократии, говорится в сообщении. Отмечается, что ЕС, исходя из собственного исторического опыта, твердо верит, что управление, основанное на толерантности, уважении прав человека и включении всех этнических групп в политическую жизнь, является основой прочного и стабильного демократического общества, способного наилучшим образом использовать полный потенциал своих человеческих и материальных ресурсов для успешного развития страны. Евросоюз вновь подтверждает свою большую заинтересованность в мирном, демократическом и процветающем Кыргызстане, где все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах, и вновь заявляет о своей приверженности оказанию поддержки в этом направлении. В южной столице вспоминают жертв июньских событий 2010 года. В Баткенскую область сегодня прибыл караван здоровья. Все подробности узнаем у нашей коллеги Регины Им. Регина, добрый вечер. Вы в эфире. Спасибо, Нурджамал. Здравствуйте. В Аше вспоминают жертв июньских событий 2010 года. В городе проходят мероприятия, посвященные памяти погибших во время трагических событий. На мероприятии присутствовали мэр Айтмамат Кадырбаев, представители аппарата президента, главы областных правоохранительных структур и семьи погибших и пострадавших. Сегодня на главной площади города состоялось торжественное возложение цветов к мемориалу «Слезы матери». Спустя 5 лет после событий 2010 года мы уже видим, что народ живет в мире и согласии. Мы должны приложить все усилия, чтобы сохранить дружественные отношения между всеми нациями. Каждый из присутствующих на мероприятии пришел почтить память своего погибшего родственника. Несмотря на то, что прошло уже 5 лет, случившееся оставило след в памяти горожан. Я потеряла младшего брата в тех ужасных событиях. Сколько бы лет ни прошло, мы всегда будем помнить погибших. Такое не должно больше повториться. Митинг «Реквием» был завершен чтением поминальной молитвы о жертвах трагедии. Далее состоялись встречи с семьями погибших и пострадавших. Джанаргуль и Дильфуза – примеры того, как горе объединяет людей. Обе женщины потеряли близких родственников. Вот уже 5 лет, как они дружные соседки. Ходят друг к другу в гости, дети вместе играют во дворе. Мы все живущие в этом доме разных национальностей, и узбеки, и кыргызы, живем дружно, стараемся не вспоминать об ужасах тех событий. Мы благодарны за то, что нас не оставили в трудную минуту, выделили нам жилье, теперь мы все здесь дружно живем. По официальным данным, межэтнические столкновения унесли жизни более 400 человек. 5 лет спустя люди живут надеждой, что подобное больше никогда не повторится. Регина Им, Акджол Айбашев, Общественный, Первый канал, Ош.
Сегодня караван здоровья прибыл в Баткенскую область. Высококвалифицированные врачи осмотрели жителей долины Арка Лелекского района, граничащего с Таджикистаном. Желающих пройти медицинский осмотр было очень много. Как отмечают врачи, большие очереди были к кардиологу, гинекологу и онкологу. Некоторых после диагностики приходится направлять в Бишкек. И уже там сами встретим и будем лечить больных. Чтобы поехать в столицу и пройти обследование и лечение, у нас уходит около 15-20 тысяч сомов. У нас к вам просьба побыть в Баткенской области не один день, а неделю. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Нурджамал, вам слово. Мы благодарим вас, Регина, и продолжаем. Парламент признал доклад омбудсмена о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в 2014 году неудовлетворительным. Решение после долгих обсуждений депутаты приняли сегодня на пленарном заседании. Против омбудсмена проголосовало 69 парламентариев из пришедших 94. Канат Каниметов с подробностями. Доклад омбудсмена переносится по подсчетам депутатов раз 5. И сегодня Бакыт Аманбаев наконец выступил в парламенте. Ранее профильный комитет признал работу главного правозащитника страны неудовлетворительной. Окончательное решение должна была принять палата. Были высказаны позиции, мнения, и большинством голосов была поддержана позиция, предложенная одним из членов комитета, рекомендовать Жогорку Кенешу Кыргызской Республики не одобрять ежегодный доклад омбудсмена о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Кыргызской Республике. Прозвучали различные мнения относительно деятельности Бакыта Аманбаева. Так депутат Майрамбек Расулов обвинил омбудсмена в финансовых нарушениях веренной ему организации. В прошлом году Счетная палата выявила в деятельности института омбудсмена финансовые нарушения на 984 тысячи сомов. Кроме того, омбудсмен купил себе ноутбук за 42 тысячи сомов. Некоторые парламентарии заподозрили, что Аманбаев, мягко говоря, готовил доклад не самостоятельно. Не его стиль изложения, говорит Галина Скрипкина. Часть депутатов с ней не согласилась. Прочитав действительно отчет, он действительно большой, но я очень скрупулезно его изучила, посмотрела. У меня сложилось впечатление, что не сам омбудсмен готовил этот отчет. Отчет готовили неправительственные организации. Потому что стиль, по которому он выполнен, вопросы, которые там указаны, это стиль неправительственных организаций. Это, конечно, очень жаль. Поэтому я бы на сегодняшний день действительно поддержала бы решение комитета в этой части. После выступления десятков депутатов вопрос поставили на голосование. В итоге парламент признал доклад Бакыта Аманбаева неудовлетворительным. Персоной Аманбаева заинтересовались недавно и правоохранительные органы, возобновив в его отношении уголовное дело. ГСБЭП заинтересовала деятельность Аманбаева во время его работы в рекламном отделе КТРК. По информации ГСБЭП, согласно аудиту Счетной палаты за 2007 год, были установлены факты занижения расценок и тарифов при заключении договоров на трансляцию рекламной продукции по телевидению и радио. В результате чего в кассу агентства недопоступило без малого 50 миллионов сомов. Было множество и других нарушений, уверено в ГСБЭП. В 2007 году за трансляцию рекламы на канале РТР стоимость единицы времени была занижена более чем в 2,5 раза. Таким образом, в кассу рекламно-коммерческого агентства не поступили средства в размере 27 миллионов сомов. Также не поступили средства за рекламу на канале КТР в размере 20 миллионов сомов. Не поступили средства также за размещение бегущей строки. Бакыт Аманбаев является братом лишенного мандата депутата Урмат Аманбаева, которую привлекают к ответственности за финансовые нарушения. Кстати, общественность уличила Аманбаеву в содержании саун в Аше. Ну а после признания доклада омбудсмена неудовлетворительным по закону встанет вопрос досрочного прекращения его полномочий. Канат Каниметов, Мидер Джамбиишев, Общественный первый канал. Поездка премьер-министра Тимира Сариева оказалась плодотворной. Стороны договорились о поставках электроэнергии по низкой цене 2,5 цента за киловатт-час вместо оговоренных ранее 5 центов. Кроме того, Сариев поговорил с президентом Таджикистана о ряде таких важных проектов, как строительство железной дороги на территории Кыргызстана, Таджикистана и Китая и прокладка газопровода из Туркменистана в КНР. И, безусловно, не остался в стороне вопрос границ. Зарима Мусаева расскажет подробнее.
Поездка в Душанбе стала первым официальным визитом Теймира Сариева в должности премьер-министра. Сам глава Кабмина в интервью журналистам заявил, что не зря выбрал именно эту страну для первой поездки. Теймир Сариев отметил, что международная конференция «Вода для жизни» стала хорошей площадкой для того, чтобы выразить свою позицию по водным вопросам. Она такова, что вода и энергетика для Кыргызстана – понятия неразделимые. Сариев еще раз подчеркнул необходимость строительства Камбаратинской ГЭС. В целях обеспечения энергетической безопасности Кыргызская республика поэтапно реализует ряд проектов по строительству ГЭСов на своей территории, являющихся экологически чистыми источниками энергии. Кроме того, Теймир Сариев прибыл в Душанбе для ускорения переговоров по поставкам электроэнергии, и результат превзошел все ожидания. Кыргызстан купит у Таджикистана 500 миллионов киловатт-часов электроэнергии по низкой цене, заявил Теймир Сариев. Что они готовы нам поставлять по 2,5 цента за киловатт-часов электроэнергии в летний период в объеме до 500 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Я думаю, что это очень такое хорошее. Почему? Потому что на ТЭЦ сегодня почти что до 6 центов доходит себестоимость электроэнергии. И мы заключили, сегодня энергетики наши заключат договор. Я думаю, что в ближайшее время начнется поставка. Второй не менее важный вопрос – это граница. После встречи с Теймиром Сариевым президент Таджикистана Эмомали Рахмон дал поручение соответствующим органам ускорить процесс делимитации, демаркации границы. И здесь мы находим понимание, и президент Таджикистана дал прямое поручение правительству Таджикистана об ускорении этого процесса, и мы будем ускорять и решать. И самое главное здесь, знаете, что есть определенное понимание, что этот вопрос надо решать на взаимовыгодном и на взаимоприемлемых условиях, учитывая интересы двух государств. Теймир Сариев отметил, что доволен результатами переговоров. В итоге делегация во главе с премьером прибыла в Бишкек с подписанным документом о поставке дешевой электроэнергии, а переговоры по определению границ после долгой паузы решено возобновить снова. Зарима Мусаева, Медерджан Бейшев, Общественный первый канал, Душанбе. 10 июня – День памяти великого писателя и мыслителя Чингиза Айтматова. В мемориальном комплексе Атабиит собрались общественные деятели, писатели, ученые и дети Айтматова. Они возложили цветы к его могиле. Отсутствие Чингиза Турыкуловича ощущается во всем – в литературе, культуре и даже политике, говорит народный писатель Кенеш Джусупов. Со дня смерти Айтматова прошло ровно 7 лет. Нургуль Саматова – классики литературы. Дважды в год, в день смерти и в день рождения Айтматова, в Атабиите собираются писатели, кинорежиссеры и поклонники творчества мыслителя. Возложение цветов, чтение молитвы – не просто формальность. Это повторяется 7-й год, как некое таинство, отражающее сакральное отношение к писателю. Это место стало святым не только для писателей, но и для всех кыргызстанцев, поскольку Чингиз Турыкулович пробудил культуру и дух кыргызов. Его отсутствие ощущается в литературе, культуре и даже политике. Мы каждый раз должны молиться и вспоминать о нем. Сидя у мавзолея Айтматова, каждый из нас мысленно обращается к нему. Ведь сегодня к гумбезу Айтматова приходят, чтобы очистить душу, обновиться, осознать и понять те нравственные принципы, которые проповедовал космополит. Только с годами мы начали осознавать масштабы утраты. Творческая интеллигенция осиротела с его уходом. Он долгие годы руководил Союзом кинематографистов, затем назначили председателем Союза писателей. Когда он ушел, нам, киношникам, было плохо, уже не было той энергии. Работа шла слабо, не так, как раньше, хотя он поднял авторитет Союза писателей. Чингиз Айтматов скончался после продолжительной болезни в возрасте 80 лет. Всемирную известность писателю принесли повести Джамиля «Лицом к лицу», «Ранние журавли», «Прощай, Гульсары», «Тополек мой в красной косынке», «Материнское поле», «Белый пароход» и другие. Первый роман, написанный Айтматовым, «И дольше века длится день». После был опубликован роман «Плаха».
Вклад Айтматова в мировую культуру неоценим, говорят литературоведы. Устойчивое словосочетание «Вселенная Айтматова» не случайно, ведь его произведения близки каждому, независимо от национальности или вероисповедания. Тот, кто хотя бы раз прикоснулся к его философии, найдет в ней свою личную трагедию и убеждения. При этом у человека расширяется сознание и видение мира. Нургуль Саматова, Эсентура Быкеев, Общественный Первый канал. В Бишкеке заработали 44 пришкольных лагеря. Депутаты городского Кинеша побывали в некоторых столичных школах на открытии летнего сезона детских лагерей. Организация этих лагерей в Бишкеке необходима для решения проблемы занятости детей в летний период. С началом лета у родителей школьников возникает проблема детского отдыха. Не у всех есть возможность отправить детей в оздоровительные лагеря. Поэтому зачастую дети предоставлены самим себе, в то время как взрослые стараются хоть немного заработать. Ой, я знаю точно, что они танцевать не умеют. Умеют. Не умеете. Умеете, ребята. Для того, чтобы решить эту проблему, и были организованы пришкольные лагеря. По словам родителям, теперь они не переживают, что их дети без присмотра весь день на улице. Потому как в школьных лагерях воспитатели стараются организовать для детей как можно больше игр, походов и других интересных мероприятий. И как раз этот летний пришкольный лагерь помогает нам, детей, оставлять здесь, организовать их досуг в летнем пришкольном лагере, потому что здесь разработан очень хороший план именно мероприятий, которые очень полезны для детей, для их здоровья. В ряде столичных школ лагерный сезон открыл председатель Горкинеша Марат Аманкулов. Он пожелал детям хорошо отдохнуть, а в сентябре, набравшись сил, вновь приступить к занятиям. Также рассказал, что в этом году 44 пришкольных лагеря будут работать с 8 до 14 часов и смогут принять около 3000 детей. Для них будет организован завтрак и обед. Подготовлена очень хорошая, интересная программа, культурная, физическая, будут разные мероприятия, посещение музеев столичных, посещение бассейнов столичных. УВД берет на себя безопасность этих лагерей. К каждому такому пришкольному лагерю представлен сотрудник ИДН. Сами же дети просто в восторге от того, что теперь их учителя не учат, как правильно сидеть за партой или поднимать на уроке руку, а ходят с ними в походы и постоянно устраивают интересные игры. Мне нравится то, что мы играем, веселимся, ходим в кино, в парке. В лагере мне запомнилось, как все мои подружки как там вместе играем. Мы еще убираемся плюс. В парк ходим, в кино, в бассейн. Весело, играем с классами. В горы мы еще в лагерь не ходили никогда. Пойдете? Я не знаю. А хотели бы? Да, наверное. Однако дети не только соревнуются в спортивных играх, но и в классах занимаются рисованием, лепкой, вязанием, играют в настольные игры. А для более взрослых предусмотрена работа библиотек. Играть, читать, в шашки играть, в шахматы, рисовать, из пластилина, поделки всякие делать. Да я все это начинаю потом я начну то делать, верхушку его. Когда закончишь, наверное, будет похож, да? Да. Депутаты остались довольны уровнем организации лагерей, однако этого недостаточно для охвата всех детей, вынужденных оставаться летом в городе. В этой связи по инициативе фракции СДПК будет организован проект «Дружный двор», в рамках которого на протяжении месяца волонтеры будут организовывать веселую шоу-программу в каждом дворе столицы. Эльвира Сатыбекова, Телекиркинов, Общественный Первый канал. И на этом у нас все. До свидания.